Нерабочими днями в Якутии объявлен период с 30 октября по 7 ноября. Указ подписал глава республики Айсен Николаев. Какие сферы и отрасли не будут работать в этот указанный отрезок? Все подробности у нашего корреспондента Мадины Халиковой. Куда можно, а куда нельзя? Где потребуют QR-код? Неужели опять полный локдаун? Этими вопросами сейчас задаются тысячи жителей. Объявленная президентом нерабочая неделя с сохранением заработной платы начнется уже с 30 октября до 7 ноября. И пока у нас есть время подготовиться к ограничениям, давайте разберемся, кого они коснутся. Глава республики подписал указ о нерабочих днях. И так, чтобы зайти в кафе, ресторан, нужно предъявить QR-код о вакцинации, справку о медотводе или перенесенном заболевании не более 6 месяцев назад. А вот доставка без ограничений. Знают ли об этом якутяне, мы спросили на улице. Запрета на все развлекательные заведения, не знаю, Именно там. ночью, да? Ночью на развлекательные всякие меры. Вирус еще распространяется, поэтому какие-то меры нужно принимать, с одной стороны. Это правильно, потому что не все носят маски, не все социальную дистанцию соблюдают. В любом случае, следующая неделя особо и не рабочая была, там 3 рабочих дня фактически. Так что ничего и не меняется особо. Согласно указу, я так понял, будет обеспечиваться функционирование в любом случае всех госорганов. Магазины вроде работать продолжать будут согласно указу, так что они... Ничего серьезного, по-моему, не будет меняться. Я так понимаю, что большинство предприятий будет работать с QR-кодом, а те предприятия, которые закрываются совсем, это фитнес-залы, массового скопления людей места. Попасть в медорганизации, продуктовые магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости, можно без ограничений. Также деятельность продолжают гостиницы, хостелы, промышленные предприятия, организации непрерывного и жизнеобеспечивающего производства. Работа остальных приостанавливается на определенный указом срок. Объектов общепита, которые работают на фудкортах, они могут работать, опять же, на доставку. Но торговые центры, соответственно, должны не допускать посадки граждан на объектах питания. По магазинам, осуществляющим торговлю товарами первой необходимости, это не продовольственные магазины, в которых есть определенный перечень в соответствии с указом. Это 25 наименований товаров первой необходимости. Здесь необходимо понимать, что в данных магазинах от общего ассортиментного перечня должно быть наличие не менее 20% товаров, которые указаны. Что касается культурной программы, посетить театр, посмотреть кино, сходить на выставку можно, но только по предоставлению сертификата о вакцинации. Детям же необходимо прийти в сопровождении взрослого, у которого есть QR-код. То, что мы ввели эти коды, QR-коды, послужило основанием для того, чтобы в 30-го, когда будет, скажем, массовое закрытие многих торговых точек и прочих, культурные заведения будут работать. Да, для нас это большая ответственность. Мы будем соблюдать и масочный режим, и все рекомендации, которые делает Роспотребнадзор нашей республики. Строго будем соблюдать, чтобы ходили только вакцинированные граждане по этим QR-кодам. И оно зато даст возможность нам общаться, даст возможность жителям нашей республики прикоснуться к красоте. На каникулы уходят школы и секции, но тем не менее в детских садах заработают дежурные группы. Кроме того, режим самоизоляции должны соблюдать люди старше 60 лет, не прошедшие полный курс вакцинации. А работодатели впредь должны предоставить сотрудникам 2 выходных оплачиваемых дня на вакцинацию. В соответствии с указом вводятся новые ограничительные мероприятия. Граждане в возрасте старше 60 лет, не прошедшие полный курс иммунизации против новой коронавирусной инфекции, обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. Работодателям рекомендуется перевести на дистанционный формат граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, на 4 недели для иммунизации. Несмотря на сбалансированность указа, где учитывают интересы и людей, и бизнеса, граждан все же призывают воспользоваться нерабочими днями как возможностью остаться дома, максимально ограничить контакты. Это позволит остановить распространение болезни, сохранить свое здоровье и снять нагрузку с медработников в период пандемии. Мадина Халикова, Георгий Григорьев, Семен Семенов, Якутск.